Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев подписали 19 ноября совместное заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. Всего в рамках визита узбекского президента в Москву было подписано 18 документов, сообщает пресс-служба Мирзиёева. Среди подписанных документов также соглашение по обеспечению международной ядерной и радиационной безопасности, меморандум о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности, программа сотрудничества между МИДами двух стран на 2022-2023 годы, документы по углублению взаимодействия в сфере строительства, энергетики, приоритетных отраслей промышленности и сельского хозяйства. Узбекистан не просто наш ближайший сосед, но и союзник. Мы так именно относимся к Узбекистану. Это крупная региональная страна, с которой нас связывает очень многое, и исторически, и сегодня. Шавкат Мирзиёев подтвердил его слова, назвав конкретные цифры. Такой теплый прием. Я особенно хочу отметить, что за последние годы произошел прорыв между нашими отношениями. Прорыв. Таких показателей никогда у нас не было. Товарооборот растет. По итогам 9 месяцев он составляет уже 5 миллиардов. По итогам года он будет 7 миллиардов. На самом деле я очень благодарен, что за поддержку. Аналитики отмечают, что несмотря на резкое сближение Узбекистана и России после смерти Каримова, все же Мирзиёев явно не желает ассоциироваться с очередным подчиненным России центральноазиатским диктатором. Он желает оставить себе свободное пространство для политических маневров с Западом и потому отчасти продолжает курс на соблюдение официальной дистанции с Россией. Так, например, Узбекистан не торопится возвращаться в ОДКБ, а также входить в ЕАЭС. В то же время Узбекистан активно и тесно сотрудничает в различных сферах с западными партнерами, в основном с США. Напомним, что Шавкат Мирзиёев 11-12 ноября побывал с визитом в Турции для участия в мероприятиях 8-го саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств, Тюркского совета. Узбекистан присоединился к организации в 2019 году.